Хлеб – продукт, без которого практически не обходится ни одна трапеза. По статистике он на первом месте по частоте потребления. И не случайно сотрудники Роспотребнадзора держат под постоянным контролем качество хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий. Хлеб должен храниться на деревянных полках. Обязательно. И эти поддоны должны обрабатываться в обязательном порядке. Деревянные. Если вам завозят, то хотелось бы заказать, но пока не получается. В основном хлеб кабардинский, да, и Местный, есть грозненский. Налицо нарушение работниками требований санитарного законодательства. В таких небольших магазинах и объектах общепита часто можно увидеть хлебобулочные товары без маркировки, у которых неизвестен ни производитель, ни дата изготовления. Нарушение комиссия тут же фиксируется. На хлебе, на булочках отсутствует маркировка. Поэтому мы будем составлять материал, административный материал, и уже по этому материалу будем работать в дальнейшем. Специалисты не только выявляют нарушения, но и дают полезные рекомендации, как выбрать вкусные, а главное полезные и каственные мучные изделия. Следует обратить внимание на форму булки. На продукте не должно быть вмятин, глубоких трещин. Хлеб должен быть качественно пропечен. Мякиш должен обладать пористостью, эластичностью, без комков, крупинок муки и пустот. Цвет продукта тоже говорит о его качестве. Ржаной хлеб должен быть темно-коричневым, а пищевой пшеничный золотистым. На хлебобулочных изделиях не должно быть белых полосок. Проверке подвергаются не только продуктовые магазины и булочные, но и места общественного питания. В этом заведении Роспотребнадзор не впервые. Около полугода назад кафе и Хватун уже закрывали из-за несоответствия Санпину. Все нарушения, как отмечает комиссия, устранены. Скоропортящиеся и мясные продукты хранятся, как и положено, в холодильных камерах. Помещение отремонтировано и установлена новая вытяжка. в принципе предписания, все пункты, которые мы ранее давали, индивидуальный предприниматель выполнил. Как мы знаем, основные требования к точкам общественного питания – это соблюдение санитарного режима, прохождение медицинского осмотра, наличие товаросопроводительных документов на мясную продукцию. Вот в данном кафе после проведения проверки нам были представлены все документы. Владелец кафе, по всей видимости, урок усвоил. واش تمدوس نو حبه объяснить ядер он Роспотребнадзор فدي الماضي ديز اشنرشيش والله العيا يز وقت مارخ بدا فلا يخت نسبه قوتش изменения тян гомгой малайжи. А проверки Роспотребнадзора продолжаются. Согласно составленному графику, рейды будут проводиться по всей республике. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры. Тамара Хашагульгова, Султан Булгучев, Новости 24.